Оперативная программа регионального развития и община Исперих представляют туристическое направление Исперих-Разград-Попово – дорога древних культур и традиций. Проект финансируется Европейским фондом регионального развития и государственным бюджетом Республики Болгарии. Откройте для себя одно из самых впечатляющих и посещаемых мест Болгарии. Наш маршрут начинается в городе Исперих и историко-археологическом заповеднике Сбуряново. Это уникальный комплекс, в состав которого входят поселки, святилища, некрополи, передающие атмосферу впечатляющего религиозно-политического центра гетских племен. Созданный в 1988 году, заповедник – один из редких счастливых примеров гармоничного существования археологических памятников и нетронутой человеком природы. Сбуряново – священное место, построенное фракийскими гетами в конце второго тысячелетия до новой эры, продолжает быть священным и сегодня. Самым важным объектом заповедника является замечательная фракийская царская гробница эллинистической эпохи в деревне Свиштаре. Она включена в список ЮНЕСКО как памятник мирового культурного исторического наследия. Со своим богатым архитектурным, скульптурным и живописным убранством она превратилась в одно из самых больших открытий в области античной археологии последних лет. Гробница была построена как вечный дом гетского правителя в начале III века до новой эры. Она представляет собой уникальный памятник фракийской могильной архитектуры. Фракийский город Хелис. На плато в долине реки Крапинец в сердце заповедника расположен большой фракийский поселок IV-III века до новой эры. Археологические исследования показывают, что он был процветающим экономическим, политическим и культурным центром во время эллинской эпохи и был известен благодаря произведениям античных авторов, как гетская столица Хелис, резиденция гетского правителя Друмихета. Каменная стена длиной 1400 метров защищает расположенный на более чем 100 акрах городской центр. Импорт качественного вина, оливкового масла и дорогих столовых приборов является доказательством процветания финансовых возможностей элиты гетов, живших в Сбуряново во время Лизимаха, наследника Александра Великого в Древней Фракии. Каменрит. Святилище эпохи раннего каменного века, фракийские племена построили его, чтобы приносить жертвы богу солнца. Созданное на заре Железного века, святилище просуществовало 7 веков. Наша прогулка следует к еще одному магическому месту – Демир-Баба-Теке. В одном из поворотов каньона реки Крапинец, в близости мощного карстового источника, находится прекрасно сохранившаяся могила Тюрбе, небольшой мавзолей алианского святого Демира Бабы. Среди многочисленных теке Болгарии это место, несомненно, имеет мощную атмосферу и энергетику. Расположенная в самом сердце священной гетской земли, Теке не только не уничтожила, но и сохранила в себе более ранние святилища и объединила их духовное наследие. Источник ПТ Прыста, 5 пальцев, открыт святым, который во время страшной засухи поставил свои 5 пальцев в скале, откуда хлынула холодная целебная вода. Фракийские святилища, могилы и город с мощными двойными каменными стенами, ранняя болгарская христианская часовня, поселения могильные холмы, алианская Теке, находки, подсказывающие буддизм и иудаизм, и приходившиеся и сейчас христиане, мусульмане и неверующие, очарованные таинственностью священного места. Это Сбуряново, наверное, самый прекрасный парк Болгарии. Дорога ведет нас в город Разград, в региональный центр болгарской культуры и духовности. Дух Разграда уникален и неповторим сочетанием многочисленных исторических памятников и архитектурных достопримечательностей. Момина чешма, девичий родник, памятник культуры, превратился в символ города. До сих пор существует поверье, что тот, кто пьет из него воду, будет самым счастливым человеком до конца жизни, потому что приобретет самое большое богатство – любовь. Часовая башня, находящаяся в самом центре города, отличается от других подобных в Болгарии дуговидным карнизом и купольной крышей. Башня является одним из символов города. Археологический заповедник Абритус находится в 2 километрах на восток от центра города.
Занимает территорию около 1000 акров, включает в себя селищный могильный холм с 5-4 века до новой эры, римский военный лагерь, несколько поселений и поздний античный город Абритус, в окрестностях которого в 251 году после битвы с готами умер римский император Троян Деций. Город Абритус является одним из самых хорошо исследованных городов Болгарии. В античном городе открыто значительное число археологических находок. Среди них самое большое в Болгарии позднеантичное золотое монетное сокровище из 835 римских золотых монет V века. В региональном историческом музее хранится около 70 тысяч экспонатов, среди которых и золотой пегас с IV века до новой эры. Богатая коллекция идольной скульптуры, зооморфная и антропоморфная посуда, приспособления для царских инсигний, бронзовые и мраморные рельефы и богатая нумизматическая коллекция золотых, серебряных и бронзовых монет. Благодаря своим размерам мечеть Ибрахим Паша впечатляющая культурная ценность национального значения. Она является второй по размеру на Балканском полуострове. Мечеть построена в XVI веке. Согласно местному преданию, фасад и минарет мечети, более старой части здания, построены великим архитектором Османской империи Синаном или его учениками. Храм Святой Николай Чудотворец построен в 1860 году на средства местных жителей. Церковь – одна из самых представительных в Болгарии середины XIX века. Квартал Вароша – уникальный ансамбль, сохраняющий дух и атмосферу Возрождения. Здесь находится множество музеев и культурных центров, сохранивших дух старого Разграда. Воспользуйтесь возможностью посетить дома-музей Возрождения, станки Николы Экономовой, родной дом композитора Димитра Ненова и основателя музейного дела Разграда Анания Явашева. На территории общины Попова вас ждет крепость поздней римской эпохи Ковачевско-Кале. Это очень интересное место для любителей культурного туризма вот уже 2 десятилетия. Город вместе с большой крепостной стеной построен между 308 и 324 году от новой эры, во время правления императора Валентиния I и Константина Великого. Толщина крепостной стены достигает 3 метра 20, а внутренняя территория города занимает более 40 акров. В крепости функционирует недавно построенный центр для посетителей, в котором можно посмотреть макет и мультимедийную презентацию объекта. Фракийский курган в деревне Гагово, часть некрополя, к которому относятся еще 2 кургана. Могила построена в конце IV века до новой эры по приказу и для нужд фракийского гетского аристократа или владыки. Аналогом могилы с подобным двухкамерным планово-архитектурным решением на территории Болгарии пока найдено не было. Православный церковный храм Святой Архангел Михаил известен в городе Попово как Старая Церковь, построен в 1863 году и считается комплексом, построенным в духе эпохи Возрождения. Храм состоит из белой церкви с каменной облицовкой, красивыми фресками, колокольней, каменным забором и тихим приятным двором. Откройте неизведанное в городах из Перих, Разград, Попову, дорога древних культур и традиций.